Всем добрый день, зовут меня Гоголев Роман, директор Международного центра развития перспективных компетенций и, можно сказать, технологий Северо-Восточного федерального университета под названием Future Skills NAFU, что переводится с английского значит как «навыки будущего». Сегодня мы будем говорить о том, что как мы выходим на новые рынки образования, как мы вносим свои новшества и как центры, подобного нашему, могут стать франшизой, которая возьмет начало отсюда, из Якутска, из Северо-Восточного федерального университета. Можно сказать, мы говорим сегодня о новом бренде СФУ. В целом, центр является чисто продуктом университета, построен по принципам опережающей подготовки, притом не в том плане, что опережает саму систему, а в том, что ведется работа непосредственно cutting-edge технологиями, то есть, можно сказать, фронтирными технологиями, или же новшествами, или же технологиями, которые еще не приняты на производстве внутри нашего региона, либо федерального округа. И, как правило, можно сказать, в силу того, что разные бывают причины, но все же мы работаем с теми вещами, которыми на данный момент производство не работает, либо работает косвенно. Построение центра сформируется с помощью кластеров. Это специальные площадки, сформированные нашим проектом под задачи высокотехнологичной и продвинутой профессиональной подготовки. И переподготовки в том числе. Потому что, так или иначе, на всех этапах нашей жизни мы встречаемся с тем, что мы отстаем. Отстаем от рынка, отстаем от технологий и отстаем, в принципе, от ряда моментов. Потому что базовые, в принципе, как сказать, те же мировые стандарты, те же российские стандарты и прочие ушли немного вперед, чем мы ожидали. Притом уходят достаточно быстрыми темпами. И можно сказать, что множество профессий уже сейчас исчезает с рынков и появляется на ее месте новые. Но, так или иначе, кластеры подразумевают еще и производственный цикл. То есть в нашем случае это полный цикл, когда мы от идеи и воплощаем до конца. По сути, почему мы появились? Так или иначе, на исходном этапе образование и рынок всегда были на одной точке. Притом рынок развивается за счет самих технологий, за развитие самого расширения рынка. И плюс к тому же идет повсеместная модернизация производства. Что же происходит в этот момент с самим образованием? На каком-то этапе, на историческом этапе мы находились рядом, но опять же, на каждом этапе некая условная точка стоп, и пока разберется система образования, то есть до этого этапа мы формировали школу, рынок уже опять же ушел вперед. В этом же моменте мы видим, что раз вернулось, и мы пока обрабатываем школу номер 1, мы не успеваем уже до школы номер 2, то есть у нас есть некое запаздывание. И здесь у нас возникает некая разница, которая есть между то, что мы называем оторванностью образования от производства, которая неименуемая, которая происходит на всех этапах человеческой цивилизации, всегда и везде. Но в чем особенно сейчас? Дело в том, что сейчас развитие технологий идет максимально быстро, притом не в сторону того, что разрабатываются новые фундаментальные вещи, а разрабатываются и формируются требования рынка растут, то есть растут требования самого рынка. Также растут требования производства. Поскольку добыча расширяется, и, соответственно, необходимо развиваться как можно быстрее, как можно лучше и работать с передовыми технологиями на самом производстве. То есть выходит так, что, грубо говоря, человеческий капитал в том или ином образе или в том или ином виде начинает отставать, потому что либо мы создаем дополнительное множество профессий, как это было ранее, до этого исторического этапа, когда мы начали формировать множество, так сказать, дополнительных специальностей, рабочих специальностей на уровне, скажем, механизации и простейшей автоматизации, то на этапе уже автоматики и роботизации мы пришли к тому, что опять же, часть людей останется без работы, и часть людей же направится в, свободное плавание. И при этом число человеческого персонала будет сокращаться, что вызвано как раз-таки требованиями самого производства, поскольку в рост качества и рост потребления, опять же, возникает ряд моментов. Но что возникает на этом этапе? Что интересное мы можем видеть? Идет разветвление по новым технологиям, идет догонка, получается, по старым, то есть формируется новая школа. Опять же, это занимает огромное количество времени, просто занимает огромное количество времени. Насколько это возможно? Потому что пока мы отреагируем на все новые требования, уже темп роста гораздо выше. То есть каждый раз у нас формируется школа на маленьком отрезке как можно короче. И возникает вопрос, что, собственно говоря, является школой? Школа формируется и подразумевается, то, что я сейчас говорю, в двух вещах. Стандарты образования и образовательные технологии. Недалеко здесь не секрет, что как преподавали, например, старшему поколению, как преподавали мне в моем возрасте в 2000-х, или же как сейчас преподают, это абсолютно разные этапы, это абсолютно разные методики. Казалось бы, что-то общее, но все же образовательные технологии расширяются, меняются, и так или иначе происходит изменение самого рынка образования, соответственно, самой школы. На это уходит время. Требует максимальное количество времени, насколько это возможно. Опять же, но при этом, когда у нас растет количество, получается, времени, насколько должно требоваться для формирования школы, технологии уходят гораздо раньше, и сам рынок меняется в сторону того, что рынок и технологии уходят вперед. Соответственно, умирают профессии, умирают или теряются технологии.
или теряются технологии. Притом производственные, которые сами из-за того, что максимально сейчас наблюдается максимальный рост и формирование, так сказать, достаточно такого динамичного, развивающегося рынка, который, в принципе, сейчас мы наблюдаем. Само собой, с ковидом это немного приостановилось, но это временное явление, потому что темпы роста никуда не делись, и они даже будут ускоряться. Опять же, возникает из всего этого следующего. У нас возникает дефицит рабочих мест. Дефицит рабочих мест, казалось бы, ждет расширение места, но, опять же, дефицит рабочих мест у нас вызван тем, что растут, опять же, технологии. То есть, пока мы начнем развиваться, это уходит достаточно большое количество времени. Или, как минимум, теряется опыт. Притом опыт самый здесь, можно сказать, бесценный момент, потому что так или иначе все равно представители старой школы могут за счет базисных вещей, которые произошли, которые им давались, сдержаться еще на плаву, но при этом, и когда мы готовим новое поколение, мы сталкиваемся с тем, что некоторые базисные вещи теряются в том числе вместе с самими технологиями, вместе с беспредельно, как вам сказать, достаточно очень быстро растущим рынком. И именно поэтому, собственно говоря, у нас формировались пул технологий, с которыми мы ведем работу на данный момент. Каждый кластер у нас формируется по задаче, под пул, так сказать, пул технологий, группы технологий, для которых требуется, так сказать, подготовка своевременная для того, чтобы как-то ответить требованиям современного рынка. Можно сказать, что мы делаем сейчас то, что окрашено у вас на экранах сейчас желтым, это то, что мы уже сделали и делаем сейчас, и зеленое — это то, к чему мы стремимся. Это при открытии следующих кластеров и при расширении центра, либо же, если какой-нибудь университет, либо компания к нам обратится, мы для них формируем эти компетенции уже на их площадях и на их мощностях. Это очень такой достаточно гибкий подход, потому что это является нашим, так сказать, ответом для уровня развития, который у нас, в принципе, сейчас идет. Соответственно, следующее. Почему мы исходим от технологии? Например, если развивается производство и развивается рынок, то мы отстаем в следующем. Мы так или иначе, как система образования, начинаем отставать. И тут возникла как раз-таки идея, почему мы формируем кластеры под технологии. Потому что мы исходим из того, что требуется не сейчас на данный момент, а из того, что будет требоваться и по последним, так сказать, трендам, которые происходят у нас здесь на рынке, или же даже совместно с рынком. То есть наш трек Future Skills NEFU, который у нас имеется на данный момент, находится вот на этом этапе жизненного, так сказать, цикла вообще процесса обучения. И, соответственно, из этого момента мы начинаем формировать школу. И пока идет естественное развитие самого рынка, скажем, рынок так или иначе все равно уйдет дальше, чем мы, и требования производства, например, поменяли подход к энергетике, скажем, или же компания, которая там геймдевом занимается, нанимает больше сотрудников, или же начинает формировать там новую игру, для которой требуется там большее количество специалистов, которые понимают, что такое цифровой двойник. Суть вы поняли. Или же для ЖКХ начали внедрять интеллектуальные счетчики, и нужно как можно больше ребят, которые в принципе понимают, как это проектировать, как это работает. И вот тут возникает момент. К этому моменту уже система образования двигается по тому этапу, которое шло, но уже приходит на готовые наработки, которые у нас уже имеются. Соответственно, мы эти наработки передаем, и у нас закрывается вопрос, который у нас возникает. Потому что рынок-то все равно, у него достаточно большие требования, и все равно мы закрываем этот вопрос, насколько быстро это возможно, насколько это возможно вообще, в принципе, сейчас. И после этого мы опять же уходим на этот трек, формируем уже здесь, и пока формируется, так сказать, официальная школа, занимает определенное время, и само собой уже тогда мы можем говорить о профессиях будущего, о профессии будущего, которые обладают самым главным требованием. То есть человек, который попал в эти профессии, собственно говоря, мы называем их науками, потому что мы работаем с хардами и софтами. То есть мы работаем непосредственно с самой технологией. Школы же, которые, например, университет, колледж и это прочее, занимаются тем, что они формируют и систематизируют то, что мы нарабатываем. Ну, в данном случае требования рынка, которые были буквально вчера и уже сегодня не совсем актуальны. Это процесс такой достаточно инертный. Соответственно, у нас закрывается самое главное, уже есть ребята с опытом, то есть во время обучения они получают опыт и получают харды. Соответственно, получив хард-навыки и получив, собственно говоря, умения, они уже не боятся того, что у них будет дальше. То есть они умеют еще и обучаться, Соответственно, вот и, собственно говоря, специалист будущего. То, зачем мы сформированы в университете и почему мы работаем с теми технологиями, которые были названы ранее. И, соответственно, исходя из этого, уже производство получает специалиста, который их интересует и который остается релевантным.
который остается релевантным достаточно долгое время или хотя бы актуальным на тот момент, когда производство начинает что-либо себе вносить новые там методики, формировать новые технологии, или, наконец, у них нашлись деньги, чтобы внедрить уже известные технологии. Но при этом не было подготовки. Да, поэтому для таких множества регионов, которые присутствуют, где есть кадровый голод, где есть крупные компании, которые либо добывают, либо что-то производят, такие центры являются оптимальным решением, потому что они помогают и около бизнесу, который находится вокруг главного производства, и формируется тем самым полноценная экосистема. К этой экосистеме к нам уже обращались, выступали мы и для военно-промышленного комплекса, выступали уже и для арктического региона на международных конференциях, которые проходили в России, и выступали также уже для агентства стратегических инициатив, потому что задачи, которые мы формируем, с которыми мы работаем, достаточно интересные, и выработан полноценный цикл, который позволяет нам говорить о том, что мы обучаем, как сказать, на опережение, притом на опережение фактическое, не на словах. Соответственно, благодаря тому, что мы даем понимание и даем, собственно говоря, харды, мы отвечаем самому главному моменту. То есть, если мы проверяем, если у нас есть хард навык, то есть, грубо говоря, мы фактически умеем руками это делать, то есть, если это инженер-проектировщик, он наконец-то работает нормально в КАДе и при этом уже работает в продвинутых системах, соответственно, растет уже уровень его компетенций. Я знаю, что это слово всех раздражает, потому что буквально на каждом шагу, но при этом можно сказать, что растет уровень компетенции, соответственно, растет уровень профессионализма. И затем уже растет, в принципе, область его знаний как таковых. Соответственно, тут немного у нас вышло, но скажу так, что область знаний — это как раз-таки у нас достаточно обширная вещь. Соответственно, область знаний у него растет гораздо дальше и гораздо лучше, чем, в принципе, у остальных ребят, которые обучаются уже по классической модели. Это достаточно такой интересный момент, потому что еще и это прекрасно ложится на рынке НТИ, национальной технологической инициативы, которая производится в России для опережения и для выполнения национального технологического развития. То есть, в принципе, есть, можно сказать, делается контент для того, чтобы наконец-то все формировалось и чтобы все работало. К примеру, если мы формируем контент, как наш центр, за счет системы группового проектного обучения, за счет того, что мы обучаем хардам, и за счет того, что мы даем, собственно говоря, ребятам проекты на руки, они уже могут формировать, они идти могут в производство, и уже идут с реальными знаниями и с реальным опытом, либо идут уже в стартапы. Стартап — это такая достаточно тонкая тема, но все же, по сути, это маленькие компании инженерные, которые могут возникать около-около. То есть, например, стартапы в ЖКХ могут идти в добычу и так далее. То есть, формируется, наконец-то, для того, чтобы все вместе пришло это, наконец-то, в нашу с вами жизнь. Поэтому наша задача — это специалисты, которые будут заработать с нами завтра, которые будут строить новую инфраструктуру, которые будут отвечать всем амбициям, которые у нас возникают и которые формируются сейчас, и будут делать это все фактически, и делать это все руками, своими мозгами, и прикладывать свои сердца для того, чтобы у нас получилось, и будущее стало более-менее осознанным, более-менее сформированным и более-менее реальным, и которое позволит нам уже говорить о новых отраслях, о новых компаниях, которые будут приносить доход в республику, доход для нас с вами. И мы работаем над этим прямо здесь и сейчас, готовим специалистов будущего. Спасибо.